Псковском академическом театре имени Пушкина проходит фестиваль, посвященный творчеству нашего земляка Сергея Потапова. Я представляю гостя нашей программы Сергея Потапова, режиссера кино и театра. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Необычно, что мы встречаемся не в Якутске, не в Москве, а в славном городе Псков. Расскажи, пожалуйста, почему местом проведения фестиваля имени тебя стал Псковский театр? Я до сих пор это не могу понять, если честно. Ну, хотя, конечно, вот хотел бы поблагодарить руководство театра. Они это мне сделали такой праздник в моей жизни, какой-то такой этап моего творчества сейчас, в данный момент. Это была инициатива директора театра Дмитрия Месхиева. Вот. Я ему очень за это благодарен. Все началось как шутка, но потом как-то вот так превратилось. Хотя в этом театре уже был один опыт такой. Здесь делали фестиваль одного драматурга, и поэтому, может быть, это у них не такой бренд будет. Ну, как-то они нашли такой вот формат. И я думаю, я не последний. То есть здесь интересуются не только своим театром, своей культурой, но и то, что происходит за пределами области. Да, ну сейчас же вот, это Псковский театр, это филиал Александринского театра Санкт-Петербург. Да. Как мы знаем, вот Александринский театр сейчас в Москве создает площадку для национальных театров. В этом плане какая-то вот есть такая подоплека политическая, можно сказать. И такая поддержка национальным режиссерам. Звезды так сложились, как бы я не знаю. Но я надеюсь, что у меня тоже на родине это все будет. Я же ставил очень много спектаклей. И все театры, все хотят приехать в Якутию. Да. Все ждут этого. Центральным событием вот этого фестиваля стала твоя новая постановка «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову. Как прошла премьера и случилось ли то волшебное взаимопрочтение со зрителем, на который ты обычно рассчитываешь? Да, можно сказать. Потому что мы работали в очень таких нелегких условиях, потому что вот эти коронавирусная вот сейчас обстановка, и времени было не так много. Но как-то вот коллектив театра меня очень хорошо принял. Вот. Какое-то доверие ко мне появилось, и мы за такое короткое время сделали спектакль. Он такой большой спектакль. Там он как бы игровой, там много механики, там движений, поэтому вот. Ну, команда моя, вот, художником, сценографом был Эрвин Инопов, это из Эстонии. Вот. Художником по костюмам Александр Григорьевич, здесь, который в театре художником работает. Илона Гончар у меня был хореограф. Ну и свет делал мне художник из Санкт-Петербурга Стас Свистунович. Эта команда была такая большая. Спектакль, я думаю, пойдет на зрителя, потому что вчера на премьере люди, я почувствовал энергию зрительного зала. Вот. Это самое важное. Программа фестиваля сверстана таким образом, что достаточно сложно отделить твое творчество и Якутию от тебя. Но, с другой стороны, ты работаешь и на других площадках, в российских городах и за пределами страны. Каким художником ты чувствуешь себя, находясь в этом театре, на этой сцене? Театральный мир, он все равно очень похож. Где бы ты ни был, кухня одна. Вот, поэтому это мой дом, это мой альма-матер театр, поэтому где бы я ни был, на каких языках бы я ни ставил, все равно вот, дух театра, он всегда один. Театральный мир, он такой, он как бы и большой, как океан, да, но в то же время он такой маленький. Если туда войти и жить там, поэтому я себя ощущаю как режиссером Сергеем Потаповым, режиссером из Якутии, режиссер Саха-театра. Вот. Иногда бывает так, что, бывают такие режиссеры, которые переезжают куда-то и начинают там все ломать. Вот я так вижу, я так хочу, я не такой режиссер, я пытаюсь немножко войти в этот театр, как-то с ним найти какой-то общий язык. Вот.
не ломать это пространство, а как-то вот стать единым целым с театром. Вот. И вот в Псковском театре, ну, я думаю, вот этот контакт произошел. Артисты очень много предлагали как-то, вот, и я брал какие-то их задумки, развивал это или как-то так сделал, ну, находил в этом что-то такое общее с тем спектаклем, который я создаю. Вот такая, это была такая коллективная работа. Ну, вообще театр — это коллективная работа. И каждый художник, он как-то добавил своих красок. То есть в каждом актере ты видишь художника. Да, мне вообще нравятся талантливые артисты. Но я люблю быстро работать, я люблю, чтобы артисты сразу быстро схватывали. Не имеет значения, там, месяц работы или 2 месяца, да? Надо этот путь достойно пройти, если ты талантливый человек вообще. Подключиться к этому и сделать свое дело. Это есть какое-то вот, ну, настоящее, не знаю, актерское достоинство, режиссерское достоинство. А не потом не говорить, там, что не было времени, там, то все, вот это, мне кажется, слишком мелко. Сергей, совсем недавно я узнала от твоих друзей, что у тебя есть амбициозная мечта — поставить Шекспира в Англии. Почему Шекспир и почему Англия? На родине автора, в первую очередь. Ну, у меня постановок просто по Шекспиру очень много. Иногда друзья смеются, что я такой шекспировед, режиссер. Ну, и хочется, да, на оригинале языка как-то вот почувствовать это звучание. Просто так приехать, и никто тебя там как бы не ждет, но есть какие-то переговоры, мы вели переговоры с одним театром, но из-за коронавируса там все застопорилось. Вот. Я не знаю сейчас, что будет. То есть это только дело времени и Но я пандемии. надеюсь, да, что все получится. Если ты вот думаешь, что ты хочешь, то точно это сбудется, я это знаю. В следующем году мы отмечаем столетие республики. В Сахатеатре планируется твоя новая постановка по первому роману в якутской литературе Марыкчаны Чаттара. И, Сергей, скажи, пожалуйста, чем тебя заинтересовала эта тема героического эпопеи Эрелика Ристина, посвященная теме гражданской войны в Якутии? Ну, это в первую очередь, конечно, это мы делаем спектакль к юбилею создания нашей республики, к столетию. Вот. Ну и потом мы собрались, худсовет, и вот мы начали думать, что кто будет ставить. Я предложил вот Марыкчана Чаттара. Ну, все как-то очень приняли это единодушно. Вот. Я понял, что я точно попал. Ну, гражданская война, конечно, такая тема очень такая спорная, вот. И в то же время страшная, когда брат идет на брата, сын идет на отца. Вот. И для нашего народа это, конечно, там для немногочисленного народа, да, когда каждый человек, он считается очень важным элементом в народе. И мы во время гражданской войны очень много потеряли там. Вот. И, ну, хочется вот вспомнить немножко про это, вот, как это было. Ну и произведение классическое, но поэтому, я думаю, у зрителя будет тоже иметь успех этот спектакль, если он получится. Сергей, ты был и остаешься новатором в сфере театра и кино. И подобный фестиваль имени якутского режиссера проводится впервые за пределами республики. Скажи, пожалуйста, какое значение, насколько важен этот фестиваль в твоей творческой биографии и каким ты видишь его будущее? Ну, это, наверное, какое-то осознание какого-то пути творческого, который я прошел. Вот. Ну, это для меня как бы вот, очень имеет важное значение. И как-то немножко остановиться, оглянуться назад, посмотреть, что я сделал. Вот. А насчет того, что я иду впереди, конечно, сейчас я бы не сказал так. У нас же сейчас в Якутии очень много появилось талантливых ребят, театральных режиссеров и кинорежиссеров. Вот. Я думаю, что, возможно, у них будущее будет еще светлым, ярким, чем у меня. Увидит ли якутский зритель
подобный фестиваль Потапов Фест в Якутске? Конечно, может, но это все упирается в финансы. Чтобы делать фестиваль, нужно финансирование. Если будет поддержка со стороны республики, конечно, я бы пригласил много театров. Вот. Например, какие? Ну, у меня больше 100 постановок в разных республиках. Сейчас идет фестиваль, я где-то стал врагом народа, мне многие пишут, говорят, а почему у нас нет в программе? Как бы, ну, всех-то пригласить тоже невозможно. Вот. У нас программа очень интересная получилась. Я хотел поблагодарить Андрея Львовича Пронина, это он как бы такой вот организовывал эту программу. Как бы у нас есть и кино, и театр, и хореография, и музыка. Вот. И получается у нас на татарском, на русском и на якутском спектакли идут. Кроме этого, у нас даже вот, если художник у нас эстонец, это получается не просто премьера, а международная премьера у нас здесь была в Зойкиной квартире. Вот. Ну и танцы северных народов, эвенский, юкагирский, чукотский. Вот. Я думаю, такой калейдоскоп очень такой фестиваль у нас. И зрителям Пскова будет очень интересно, я думаю, потому что ну, где они еще увидят в оригинале эти танцы и песни. Сергей, я благодарю тебя за участие в программе «Актуальное интервью». Спасибо.